Хотел тоже известному и правозащитнику, и писателю, и журналисту в России Аркадий Дубнов. Он очень не понаслышке знает эту проблему, побывал во многих горячих точках, там, где всегда считалось, является мест, где традиционно считается основные идут источники террористических угроз. И вот, я думаю, было бы интересно и полезно послушать его экспертное мнение. Пожалуйста. Спасибо, уважаемые коллеги, за неожиданную, честно говоря, возможность здесь выступить. Я, скажу вам честно, еще час назад тому не знал, что я буду выступать. Так вышло. Я постараюсь очень коротко сказать о том, что меня, правда, и уже довольно долгое время волнует, и в первую очередь в связи с Таджикистаном, страной, которая для меня очень близкая, вот уже 26 лет, с тех пор, как вот я сейчас своим друзьям рассказывал, как я был свидетелем того, как пришел к власти физически на моих глазах нынешний президент Рахмон, тогда еще Рахмонов, будучи юным и худощавым мужчиной. Это было в 1992 году. С тех пор Таджикистан претерпел значительную эволюцию, к сожалению, не в лучшем направлении. И если мы в этом году, в 2017, отмечаем 20 лет со дня заключения мирного соглашения между правительством Таджикистана и таджикской оппозицией, то спустя 20 лет мы видим, что та победа, победа разума, победа таджиков, которые боялись быть полностью истребленными друг другом, она оказалась, в общем, пирровой. Одна сторона полностью узурпировала власть и как бы уничтожила все достижения взаимопонимания между таджиками. Долго не буду углубляться, скажу только, что, в общем, конечно, это случилось благодаря тому, что вот это исторический катаклизм, этот, как распад Советского Союза, сказался не везде так, как мы надеялись в те годы. Я был, в общем, одним из тех, кто так был бы, был среди тех, кто готовил этот распад, может быть, в конце 80-х. Но я вам скажу честно, конечно, я сегодня во многом разочарован. И в первую очередь следы этого разочарования мы можем найти в Таджикистане. Самые примитивные человеческие представления о том, как надо, как можно приходить к власти, как ее узурпировать, как можно нарушать человеческое достоинство, мы видим сегодня в Таджикистане. И вот случившееся 2 года назад, я имею в виду так называемый мятеж генерала Назарзада, стал, на мой взгляд, действительно поворотным пунктом в радикализации, нового этапа радикализации, в том числе и исламской радикализации в Центральной Азии и в Таджикистане. Мы находимся только в этом начале этого процесса, этой радикализации. Тогда многие из нас, и я в том числе, говорил о том, что тот шаг, который принял Рахмон и вообще таджикское руководство в направлении свертывания демократических процессов у себя в стране, хотя бы в том отношении, что была партия исламского возрождения представлена в парламенте, и не будь, так сказать, пусть на меня не обижается господин Кабери, но, в общем-то, она была вполне безопасная для правящего режима в Таджикистане, и была очень полезна Рахмону, потому что он всем и всему миру объяснял, что вот смотрите, какая у нас демократия, единственная религиозная партия на религиозной основе существует, и это, так сказать, оказалось для него в какой-то момент неприемлемым. Здесь трудно сейчас анализировать все-таки глубинные причины того, что это произошло. Я думаю, что там очень много
вещей, которые нам сегодня не дано понять, и либо мы сегодня, может быть, не в состоянии это говорить, но я не думаю, что там только была как бы личностная проблема отношений Рахмона с людьми в его окружении. Проблема была в основном, может быть, еще и связанная с контролем над ресурсами в Таджикистане. Проблема еще была в первую очередь, и мы об этом должны говорить открыто, в противостоянии во внезапно, казалось бы, возникшей вражде между Таджикистаном и Ираном, точнее говоря, между руководством Таджикистана и руководством Ирана, и как бы заложником этой вражды, внезапной, так сказать, ненависти между руководством двух персоязычных государств стала партия исламского возрождения Таджикистана, и в том числе и сам Кабири, и многие его, так сказать, соратники. Да? И это отразилось на судьбах людей в Таджикистане, в первую очередь на тех, кто сегодня, будучи причастным к этой партии, защищая ее членов, такие как вот адвокат Йоров, который, представляете, адвокат за то, что он защищал членов партии Исламского Возрождения, сел в тюрьму на 21 год. То есть это не африканские сроки, это просто невероятно. Я могу сравнить это только с туркменскими. 29. Ну вот я даже сейчас, вот, честно говоря, просто холодок идет по коже. Да? Это что же за режим-то за такой? Только туркменский режим может сравниться по уровню жестокости и вообще невменяемости, я бы сказал. Последнее, что я хочу сказать. К сожалению, в общем, мир сегодня достаточно, я бы сказал, индифферентен к этим гуманитарным измерениям, потому что сегодня самым модным трендом является борьба с терроризмом. И Рахмон, в общем, не думаю, что, так сказать, руководствуясь разумом и чувством, так сказать, точного своевременного попадания в цель, а просто ему так повезло. Он очень удачно попал в этот временной отрезок времени, когда борьбой с терроризмом можно прикрыть любые нарушения законности, человеческого достоинства, справедливости и тому подобное. И вот, к сожалению, мир это, в общем, готов, что называется, скушать и простить Рахмону очень много, если не все. Спасибо. Нам нужно с этим как-то бороться.